Я приветствую вас на заседании Совета по межнациональным отношениям. Мы видим, какое агрессивное внешнее давление сейчас оказывается на Россию. Наши противники решили, что многонациональность России – это и есть ее уязвимое место. Вызовы, с которыми мы столкнулись, показали наоборот, что это наша сила. Доброе, искреннее отношение народов России друг к другу формировались на протяжении многих-многих веков. А наши противники, люди с неоколониальным мышлением, недоумки, они не понимают, что в условиях внешней агрессии и внешнего давления у нас происходит только укрепление нашего многонационального народа. Не случайно в ряды участников специальной военной операции и волонтеров стали практически все народы России. Высоких боевых наград уже удостоились представители более сотни национальностей России. Мы вместе гордимся нашими героями. Только единство делает нас сильными и непобедимыми. Пожалуйста, слово Умарову Джамбулату Вахидовичу, Академии наук Чеченской Республики. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, сегодня, как никогда, мы нуждаемся в монолитной сплоченности вокруг нашего президента и максимальном единодушии в противодействии настойчивым попыткам неприятеля лишить нас исторической памяти и ответственности за судьбы общего Отечества. Благодаря вашей государственной и человеческой прозорливости, господин президент, а также самоотверженности первого президента Чеченской Республики Ахмад-Хаджи Кадырова, вопрос о целостности нашего государства был решен раз и навсегда. Исторический референдум 23 марта 2003 года поставил окончательную точку в выборе чеченцев. Мы с Россией навеки. В условиях СВО неприятель сделал ставку именно на разрушение межнационального мира в нашей стране. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, почему мы, команда Рамзана Кадырова и практически весь чеченский народ, который во все времена презирал лесть и подобострастие, гордо называем себя пехотинцами Путина? Все очень просто. Если бы не вы, российскому государству пришел бы неминуемый конец, а его многочисленные народы, брошенные на произвол судьбы, как когда-то Чеченская Республика, оказались бы в катастрофическом состоянии гражданского и межнационального противостояния. Благодаря именно вашей государственно-политической и гражданской позиции священные писания многочисленных народов нашей необъятной страны, а в частности Библия и Коран, стали неприкосновенными для непросвещенных мракобесов и откровенных подстрекателей. Сегодня на наших новых территориях в зоне проведения СВО мы не только боремся с бандеровским нацизмом и мировым сатанизмом. В условиях беспрецедентного напряжения сил зарождается новая Россия. Россия бесстрашных воинов-героев и самоотверженных тружеников. Здесь, именно здесь, во главе с великим русским народом складывается та самая общность, на могучих плечах которой и будет построена уникальная держава. Та самая Россия, та самая мечта, за которую мы сегодня проливаем кровь. А для этого нам нужна только одна победа. Ибо недаром говорили наши воинственные и благородные предки: победы достоин только тот, кто больше верит в нее. Вы упомянули очень важную вещь – самодостаточность державы. Самодостаточность – это абсолютно необходимое условие для независимости и суверенитета. Спасибо вам за ваше выступление. Уважаемые коллеги, мы сегодня рассматривали очень важный вопрос. Главное для нас – это укрепляться изнутри, укреплять нашу государственность, фундамент нашего дома и нашего будущего. Этот фундамент – межнациональное согласие. Спасибо большое. Всего хорошего.